Всем доброго времени суток! Меня зовут Эльнара, а это рубрика Джейхун News, где я буду рассказывать вам о событиях Лебабского вилаята за минувшие дни. Итак, начнем. 27 сентября в Туркменистане отметили 29-ю годовщину независимости страны. По традиции, этот праздник начался с поднятия государственного флага. В городе Туркменабад это мероприятие отмечалось на главной площади. После поднятия флага здесь состоялся торжественный концерт. Подготовка к празднику началась задолго до этого торжества. Я перечислю только несколько мероприятий, которые проводились к этому дню. В Вилаятском историко-краеведческом музее прошла временная выставка, где выставленные экспонаты ярко показывали достижения за годы независимости. Также выставки открылись в Вилаятской библиотеке и детской библиотеке. В Государственном музыкально-драматическом театре Лебаба имени Сейтназара Сейди поставили пьесу по мотивам повести Чингиза Айтматова «Тополек мой в красном платке». Артистам театра удалось передать характеры героев и раскрыть главный смысл произведения великого писателя. В предпраздничные дни во всех учебных заведениях состоялись конференции, посвященные этой дате. В преддверии праздника в городе Туркменабад сдано в эксплуатацию 14 жилых домов, в результате которого 336 семей получили ключи от новых квартир со всеми удобствами. А с начала года в Вилаятском центре почти 600 семей исправили новоселье. Еще одно событие, которое имеет огромное значение в развитии вилаята. В этом году началось строительство второй очереди цементного завода Лебаб. Введение второй очереди завода позволит повысить производство цемента в 2 раза, и мощность завода достигнет 2 миллионов цемента в год. Подробная информация о заводе есть на нашем официальном сайте Джейхун News. И еще, в аэропорту Кирки приступили к заключительному этапу строительства. Здесь завершили бетонирование взлетно-посадочной полосы и площади для стоянок самолета. Аэропорт планируется сдать в эксплуатацию в апреле 2021 года. Темпы работ говорят о том, что строительство воздушной гавани завершится в намеченные сроки. Еще одно событие, которое произошло 29 сентября. В международном аэропорту города Туркменабад совершил посадку самолет туркменских авиалиний. В нем из Белоруссии прибыли граждане Туркменистана, которые не могли вылететь из-за временной остановки авиасообщений между странами в связи с коронавирусом. Это уже второй рейс из Беларуси, организованный правительством страны. Раньше таким же чартерным рейсом граждане Туркменистана прибыли из Индии, России и Турции. Все граждане проходят обязательный 2-недельный карантин, прежде чем отправиться домой. В Лебабской детской библиотеке приступили к созданию электронной базы ежедневных и периодических изданий, печатающих в Туркменистане. Для чего это делается? А для того, чтобы найти нужную статью по официальному сайту, если ты не знаешь, в каком номере она была напечатана, тебе придется перелистывать несколько страниц. А в библиотеке помогут читателю найти ее по библиографическому справочнику, и читателю не придется на это тратить много времени. В ближайшем будущем читатели могут пользоваться этой услугой, находясь дома. Сотрудники библиотеки планируют предоставить свои услуги отправки издания на электронной почте читателя. Свежие новости и ежедневное обновление о новостях Лебабского вилаята и Туркменистана также вы можете найти на нашем официальном сайте Джейхун News.
На сегодня все. С вами была Эльнара. Не забывайте подписываться на наш канал и оставлять комментарии.